Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя» в студии Ислам Ершов. И в начале выпуска коротко о главном. Алихан Цакаев утвержден в должности начальника управления МЧС по Чеченской Республике. С этим его поздравил глава региона. Это еще одна победа на пути Ахмата Хаджи Кадырова. День, когда народ сделал выбор в пользу мира и порядка. В регионе отметили День Конституции Чеченской Республики. Мольба за победу. Около 200 мюридов из Чеченской Республики отправились на кладбище сподвижников в Дербент. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. دعاء پیامبر صلی الله علیه و سلم هو العباده الدعاء هو العباده دال دعاء در إدوشن عبادة الله قيش حديث الله الدعاء سلاح المؤمن دعاء مؤمن استجرز دوشن بوسب استجرز دوشن وعماد الدين دين باغم بوشن ونور السماوات والأرض استغلني لهتني نور دوشن الله ويديل دشخل دوشتال دعاء. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Алихан Цакаев назначен начальником управления МЧС России по Чеченской Республике. Об этом сообщил глава региона Рамзан Хаджи Кадыров в своем телеграм-канале и поздравил назначенца. Также указом президента России Цакаеву присвоено звание генерал-майор внутренней службы. Салам алейкум, добрый день, приветствуем всех. Маседа Рузбобалдойль. Так, еще один указ состоялся. Указ о назначении начальника управления МЧС по Чеченской Республике Цакаева Алихана Гармановича и плюс генерал-майора вручили. Это еще одна победа на пути Ахмата Хаджи Кадырова. Ахмат! Аллаху Акбар! 18 лет назад по инициативе первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, состоялся референдум. Население проголосовало за принятие Конституции и выбрало жизнь в составе Российской Федерации. Мероприятие, приуроченное к этой знаменательной дате, провели в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В ведомстве также наградили отличившихся сотрудников СМИ. Сюжет Седы Хасиевой. История Конституции Чеченской Республики начинается 23 марта 2003 года. В этот день состоялся всенародный референдум, в котором приняли участие больше полумиллиона избирателей. Таким образом, чеченский народ сделал свой выбор в пользу мира и стабильности. Решающую роль первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова в этом событии отмечает министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В первую очередь, какой праздник День человека День Конституции Бога из-за чарях. Такой история, фундаментальный чарях, самый значимый, самый значимый День Конституции Бога, ом бух, ом паспорт, ваделин قوادو حلير وشوا عمل حشسد على وقت قبولتن سو حلا بلش بوق ولا بنشين دي حشية كمان ده درجة قامشين وانا حقولنا Конституцию разработать в 2003 году, أخوان مها референдум من решение. Вследствие голосования решился вопрос определения политического статуса республики в составе Российской Федерации. Нохчин республик конституции и цариха, нохчин республик президент и нохчин республик парламент хажер закончится и цариха кажется.
إذا بق قيامبر أحمد حاجي وقري حلق صوت حلق قيامبر ريفرندم تيتر بحن دلوش أز بركتخ إيش يوش تخليشتين حدا يحكي نوع. За добросовестное исполнение своих служебных обязанностей в связи с празднованием Дня Конституции благодарственными письмами наградили представителей СМИ республики. Магомадова Аза Адамовна, корреспондент редакции тематических программ телерадиокомпании «Путь». Жизнь республики с тех самых пор меняется быстро. Регион в числе лидеров по многим показателям, в их числе качество жизни и безопасность. Седа Хасиева, Ислам Али Султанов, Молсар Даудов. Неделя. А в парламенте Чеченской Республики прошло ежегодное торжественное заседание в честь Дня Конституции. Говорили о роли Ахмата Хаджи Кадырова в современной истории чеченского народа и становлении мира. А культурные центры народов республики получили в дар офисную мебель, костюмы, музыкальные инструменты и многое другое. Торжественное заседание, посвященное главному историческому событию республики Дню Конституции, проходит в высшем законодательном органе. Благодаря мужеству и стойкости Ахмата Хаджи Кадырова и чеченскому народу, который объединился вокруг своего лидера, региону удалось преодолеть все трудности, отмечают здесь. В зале много очевидцев тех событий. Члены команды, основанной первым президентом республики, хорошо помнят времена, когда Ахмат Хаджи Кадыров настаивал на проведении референдума, предоставляя чеченскому народу выбор. Приветствие от главы региона в честь праздника зачитал руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов. Ассаламу алейкум. Сегодня мы отмечаем один из важнейших праздников в новейшей истории Чеченской Республики. Наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, не раз подчеркивал, что для каждого человека обязательным документом является паспорт, а для республики необходима Конституция, которая обеспечит права и свободу населения и станет ключом к возрождению всех органов власти. Когда обсуждался статус республики, Ахмат Хаджи четко заявил, что этот вопрос должен решать чеченский народ. 23 марта 2003 года можно считать днем небывалого единения жителей региона. Именно тогда Ахмат Хаджи Кадыров возглавил республику и ее народ, уставший от войн и бесчинств. Города и села пришлось восстанавливать буквально из руин. Много лет Чеченская Республика находилась на грани катастрофы. Народ жил в состоянии трагедии и войн. Похищение и убийство невинных людей, хаос и беззаконие царили в городах и селах. Это было очень тяжелое, смутное время. Однако Ахмат Хаджи, как мы знаем, был не из тех, кто уступал перед лицом испытаний. Поэтому он решительно продолжал борьбу за торжество справедливости. Этнокультурное многообразие народов, населяющих республику, в этот день отразили культурные центры региона. Ахмед Дудаев передал национальные костюмы, музыкальные инструменты и офисную мебель центрам и автономиям региона. Сегодня день Чеченской Конституции, всех, конечно, с праздником. Ну, это дело, конечно, приурочили к нам Рамзан Ахматович, наш глава республики, нашим центрам подарки вручит. Большое спасибо, конечно. Ну, привезли кое-какие утварь старинную, которая более-менее сохранилась, которой нашими предки что-то пользовались. Вот что сохранилось, кое-что мы привезли. В Чеченской Республике за много лет не зафиксирован ни один случай межнационального конфликта. Это еще один признак сплоченности всего населения региона и важная часть всего созидательного курса Ахмата Хаджи Кадырова. Седа Хасиева, Аюб Шахидов. Неделя.
По всей республике проходят религиозные мероприятия в честь бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. В центральных мечетях городов и районов собираются тысячи верующих на тахаджуд-намаз. Они просят у Всевышнего победы и благополучного возвращения домой воинов, защищающих нашу Родину. Подробности у нашего корреспондента. Около 10 тысяч верующих, даже женщины и дети, собираются после полуночи в центральной мечети в сердце Чечни. В столь поздний час мусульмане бодрствуют лишь в особых случаях. Все эти дни по всей республике мусульмане молятся и делают дуа за чеченских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Сагаттер соусан юшту мелдон мулатуш угрхалвай пачу те долдеш те онолдеш султеха уек амат сан сагаттеш ва пачхут эдилса ахазиеш белш волждеш дел хава салаватштопш осоки продина бусата долаштеш. Мечети буквально переполнены, верующие плотными рядами становятся на коллективный тахаджуд-намаз. Возглавляет молитву известный ученый-богослов Адам Шахидов. Молитва глубокой ночью имеет особую ценность в исламе. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: лучший намаз после обязательного — это тахаджуд. Затем тысячи верующих обратились с мольбой к Всевышнему. Инициатором к призыву на тахаджуд-намаз выступила руководитель департамента дошкольного образования, внучка первого президента Чеченской Республики Хаджат Кадырова. Ее поддержали и сестры. В Украине бахан был нохчи бусуб, кенти, вайвежери. Царн делир орц дюрш, уж мокшмашей дюзелш, цаберзбар дюрш. Моссу авор вайгдалуш дол, угона остал, моссу авора уж дели бюрш, ардур дуэтаган. Важность проводимой спецоперации отметил также муфти республики Салах Хаджи Межиев. Он подчеркнул, что доблестные воины защищают не только родину и религию, но и обычаи и традиции народа от той смуты, которая идет со стороны Запада. Мусульмане и не мусульмане и другие конфессии все собрались, мусульмане в мечетях, христиане в своих церквях, и просят Всевышнего Аллаха, просят Бога, чтобы Он ниспослал свою милость и наделил своей милостью наших доблестных воинов, которые трудятся на пути Всевышнего Аллаха. Собравшиеся выражают благодарность президенту регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиевне, главе республики Рамзану Хаджи Кадырову и его семье за всестороннюю поддержку наших бойцов. Аллах дал, тахан воевошки, тарберка тидин, ваймел вол жинстаг, мел вол нейн, кант мог шмершиц, энтиверзвойл, тахан вайне гуламбин, вайпачана, дейл рейсхил. Багамбол вайк энчт, вай турпалк энчт, вай тан даадеш, хаза иш дейлик бига бюрш. Дахканду дал муклаха дог тяшду дюнналиц майралиц банк энтибуэ хаз толам бакш истаборбу. Молились за бойцов и в Ахмат-Юрте. Перед верующими выступил председатель Совета алимов Республик СКФО Хошахмед Хаджи Кадыров. Он напомнил о единстве чеченского народа и о том, что борьба против бандеровщины и нацизма – долг каждого. Чеченских бойцов поддерживает также и православная часть региона. Церкви Наурского района провели мероприятие в поддержку бойцов, отправившись на защиту Родины. Есть очень много законов уже в большинстве европейских стран, которые противоречат нравственным законам, которые приняты на нашей земле. И, конечно же, чтобы, возможно, остановить, а может образумить даже те народы, которые проявляют некую безнравственность, нужно им показать на их ошибки и чтобы как можно безболезненнее прошло их осознание того, что они делают против всего человечества. Чувствуя поддержку всего народа, чеченские бойцы выполняют свой долг с особым мужеством и достоинством. Ежедневно они докладывают главе региона о ситуации на месте своей дислокации, о новых позициях, которые националисты спешно покидают. Мухаммад Джумалыл, Имран Абазаев, Ислам Али Султанов. Неделя.
Около 200 мюридов из Чеченской Республики отправились на кладбище сподвижников в Дербент. Поездку организовал региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Паломники просили в своих дуа уберечь наших бойцов и вернуть их с победой. С ними отправилась и наша съемочная группа. Паломники прибывают из Курчалоевского, Нажаюртовского и Гудермесского районов республики. Верующие тепло приветствуют друг друга. У них особая миссия. Вместе они будут молиться на территории древнейшей святыни за наших бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. الله دال وي موكش مرج دعسا دال دويل وسيل خروج الله دال وزيرة قبل دويل حتى إذا كملت في حمله حضرت آسية مريم والخلق أمير. Восхваляя Всевышнего и его пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, паломники отправляют Кырхляр – особо почитаемое место мусульманами. Здесь похоронены 40 сподвижников пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Почти 1500 лет назад они распространили ислам на всем Северном Кавказе. Эти люди, когда сюда пришли, это было время Умар халифа разаллаху анху. Еще Коран даже не был собран в одну целую книгу. Они то, что хифз сделали и увидели лицо нашего любимого пророка из его мубарак уст, которые выходили слова, его жизнь, которую он жил, это распространяли, они завоевали сердца наших предков, и наши предки приняли ислам. أصحابي بركة دال مولع وديش تلضع ينق آخر دو إذا إشتاوي أكرم وبيجشنا هو داق أخوجدو بيمر صلى الله عليه وسلم أخا شي أصعب شي وزل دوش زمان قاحة إش ترمر بزبوش وين قرقاحة Верующие читают мавлид, а после совершают дуа, прося милости Всевышнего за чеченских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Ettu mossart mun ettu bina da dos du transparency there is mun ettu bin shahar wosh tu shahar hil da hok sadosh o dia da belat trug dig da der обалден der dicken хил Поездку организовал региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Все эти дни за наших бойцов молится вся республика. Проводятся религиозные обряды, благотворительные акции. Между тем, чеченские подразделения мужественно выполняют поставленные задачи, занимая все новые позиции отступающих групп украинских националистов. Абдулла Батаев, Моусар Даудов, Ислам Али Султанов. Неделя. Верующим в одном из городов США разрешили построить мечеть. А в Германии за минувший год зафиксировали больше 20 тысяч преступлений на почве ненависти к исламу. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Верующим в одном из городов США разрешили построить мечеть. Многолетний конфликт между администрацией города Трой и местной мусульманской общиной был разрешен федеральным судом. В постановлении говорится, что власти намеренно отказывали, используя несуществующие нормы земельного планирования, чтобы помешать открыть культовое сооружение. Самый желанный месяц для верующих Рамадан. На пороге благодатного праздника была подведена статистика среди стран, в которых пост займет наибольшее количество часов в сутки. Исландия в этом плане лидирует 16 часов 50 минут. А вот самое меньшее воздержание от еды и питья приходится на Новую Зеландию, Аргентину и Южную Африку и составит от 11 до 12 часов. Горький опыт помог молодому парню из Новой Зеландии стать на путь Всевышнего. Парис Шах попал в тюрьму в 18 лет, начал активно интересоваться религией и работать над собой. После освобождения молодой человек стал активистом. Свою жизненную энергию пустил на распространение благого. На данный момент Барис борется за права бывших заключенных, которые, по его мнению, заслуживают второй шанс.
Несмотря на враждебное отношение общества к хиджабу, молодая девушка-мусульманка из Индии смогла добиться успеха в учебе. Бушри Матин, 22 года. Она учится в институте на инженера. За период обучения заработала 16 золотых медалей, что в свою очередь является самым высоким показателем успеваемости за всю историю учебного заведения. Девушка гордится результатами и горит желанием покорить новые вершины. Бесчинство и гнет преследуют мусульман в Германии. За минувшие годы радикалами было совершено более 20 тысяч преступлений на почве ненависти к исламу. Мусульманское сообщество крайне обеспокоено подобной статистикой. Правительство же обещает пресечь ущемление прав верующих. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!